Усім прывітанне, гэта музычная рубрика, такого вы не чулі, мяне звуць Маша Калеснікова. 15 студзеня спявачка Ганна Хітрык выпусціла вельмі прыгожую шчымлівую песню, якая называецца «Навагодняя паштоўка», пра тое, што цяпер усім баліць, скажем так. Гэта песня на верш Андрэя Гадановича, і сёння Ганна, наша гостья. Аня, прывітанне. Привет, привет, дорогие. Прывітанне, слухай, ну такая песня, якая выклікае адразу слёзы. Ты калі я писала, плакала? Я когда прочла стихотворение, поревела. Потом, когда работала над ним, и для меня было очень... Ну, я выбросила целые 4 строчки. Это было прям больно, но я понимала, что песня не может длиться бесконечно. Написала об этом Андрею, говорю, простите меня, я тут вот такая наглая. Получила его одобрение. В общем, я вообще постоянно реву. Я муха-ревуха. И, ну, как тут не плакать? Тут и без песни плачешь, и с песней плачешь. Ведаеш, я такая ж. Я памятаю, Ілля Маліновскі, які працаваў разам з намі, заўсёды казаў, для Машы паплакаць, што пасікаць. Для Ані таксама, так? Точно. Слухай, увогуле, яка рэакцыя? Вось я так разумею, што, канешне, усе дзякуюць, правда? Все гэта такое блізкае да таго, што зараз у нас у душы внутри. Машань, ну ты понимаешь, не бывает так, что всем хорошо. Естественно, есть люди, которые там, змагары, там, люди, которым я писала, для которых я написала, для которых я спела, конечно, приняли ее. Тут вопрос не в том, чтобы хвалить, да, ты же сама знаешь, как это пишется, это же не специально все пишется. Просто когда появились такие слова, и ты их читаешь, что ты просто уже их поешь через там 3 секунды, и только я все ходила и говорила, Сереж, давай скорее запишем, потому что я не могу, ну это должно вылиться во что-то. Я очень рада, что она попала в людей, и я очень рада, что наконец кто-то за меня нашел те слова, которые я бы хотела сказать. Ну так, гэта, конечно, заўсёды прыемна. Дарэчы, гэта не першае твой такі досвед напісання песні на чужы тэкст. Да, у нас бывает это редко, у нас есть стихи, я не боюсь кого-то обидеть, но я точно Кася Глуховская, моя любимая девочка, это «Давай смеяться», и «Пролета», нет, правда, нет, это моя. В общем, видишь, я уже запутаюсь, где что. Потом Андрея Гадановича мы использовали текст стихотворения «Чаму», про его доченьку Аленку. Вот это прям мировой хит у нас. У нас танцуют все, поют все. Вот. «Сегодня не мой день», тоже стихи. Ну, в общем, да, я так... Подбираешь. Ворую понемножку. Слухай, давай мы адразу і паслухаем. Вы з Сергеем запісалі акурат для слухачоў Еўрарадыё, для гледачоў нашай праграмы, такога вы не чулі, вось акустычную версію. Ну, она, в принципе, так была акустычная, так? Да. Паглядзім яшчэ раз і паслухаем. Так, калі ласка. Будем гатаваць на святы печыва, рыхтаваць прэзенты і дары. Будем жыць бясстрашна і бяспечна на сваёй зямлі гаспадары. Лёс, як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты — гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Лёс, як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты — гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Наши зоркі вернуцца на сцэну, удзячныя улюбёным галасам, бо свабода
и любовь бесценная. Інше накалядуєш сам. Лёс, як новогодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Лёс, як новогодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат, не існуе крат, не існуе. Не існуе крат, не існуе крат. Вандраваць не толькі ў самалёце, не баяцца крокаў уначы, ва ўсю мощь не гнаць па галалёце, а на святы печыва пячы. Лёс, як новогодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Лёс, як новогодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат, не існуе крат, не існуе. Не існуе крат, не існуе крат, не існуе. Не існуе крат. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Ганна Хітрык з песняй «Навагодняя паштоўка» сёння у нашай праграме. Тут, канешне, немагчыма не плакаць, вось вы не бачылі, а мы за не насамрэч на бэкстейджы тут давалі жару. Аня, 3 месяцы таму ты прадставіла песню «Пісьмо», так, пра белыя бранзалетікі. А зараз уже ўсе знялі ў Беларусі белыя бранзалетікі, так, і сцягі з вокнаў здымаюць таксама, таму што за гэта шыюць проста справы, судкі і гэтак далей. Якімі бачацца вось гэтая цяперашняя сітуацыя, так, вось табе? Можа быць, у цябе ёсць нейкі такі пазітыўны прагноз? Он у меня всегда позитивный, несмотря на то, что я всегда реву. Потому что, знаешь, я хочу немножко вам рассказать личного. Ну, это уже не секрет совсем, да, когда я болела, мне поставили рак, и у меня были химиотерапии и куча всяких штук, которые мой организм, совсем не хотел принимать. И, в общем, у меня было 2 момента, когда я четко понимала, что мне казалось, что вот все, вот это, наверное, последний вечер и последний раз, когда я вижу своих любимых. И Вера, она, я думаю, что она не ушла, но она, так, знаешь, как свечечка, которая почти погасла, вот она так раз, и вот ее не было. То есть была какая-то такая ужасная пустота, и даже страха не было. Было настолько больно, что мне хотелось, чтобы все скорее закончилось. И мне было почти все равно. И вот мне кажется, что сейчас наши ребята, вам, тем, кто... Потому что мы все равно далеко, мы ужасно переживаем больше за вас, потому что мы далеко, и мы попереживали, да, сами пошли, вышли в магазин без страха. И ночью не боимся, что к нам кто-то постучится. Вот, поэтому, как ни крути, нам действительно легче. Так вот, мне кажется, что сейчас такая ситуация, когда вот эта свечка, она почти потухла, когда больно настолько, что уже
ну что уже не важно, флаги, не флаги, стужки, не стужки, что, ну просто какое-то такое ужасное ощущение, такой комок гигантский каких-то самых страшных вещей, которые иногда раз и так вот взрываются какими-то маленькими фонтанами. Надежда, агрессия, не знаю, что-нибудь еще, когда ты так плюешь просто на все, идешь один куда-то, как это делают наши ребята, там Сашка Молчанов, как он пошел с Так, на кольцевую. и так далее. И когда мои друзья говорят, что их дети не пришли домой, когда боятся везти в школу. Ну, все на свете. Но когда вот у меня было это чувство, на следующий день я проснулась и подумала, о, не последний был вечер вчера. И не могу сказать, что именно в это утро это пришло прозрение, но оно пришло когда-то, я не знаю, благодаря чему. Возможно, благодаря всему. Благодаря тому, что меня поддерживали и семья, и соседи, и незнакомые тети, и дяди, и медсестры, и кто-то из Минска раз да и напишет. И вот были какие-то кусочки, которые они меня раз и опять собрали, как человека. И как только они меня собрали, то моя вот эта свечка, она пыхнула костром. И я верю. И с тех пор я верю всегда, что, ну, что все будет хорошо. Я, может быть, не верю, что все испытания даны нам для чего-то. Я не понимаю, для чего может быть дано вот такое. Если оно дано для чего-то, ну, дай бог, чтобы уже закончилось оно все. Но я верю, и я очень хочу, чтобы вот наша вот эта свечка, она пыхнула, потому что ничего не имеет смысла. Ничего не имеет смысла, если ты не веришь. Если ты знаешь, что все будет плохо, то зачем тогда вообще? Зачем мы тогда вообще все здесь? Зачем нас тогда так много? Зачем мы тогда хотим так много добра и так много любви? Ну, Боженька его придумал, значит, наверное, скоро раздаст. Я очень верю. Я верю, что все будет хорошо. Я верю в каждого человека. Я понимаю весь ужас и страх. Я понимаю всех, кто выходит и кто не выходит, тех тоже понимаю. И кто вешает, и кто не вешает флаги, снежинки и Дедов Морозов. Всех понимаю прекрасно. Я просто хочу сказать, что мы вас очень любим. И в вас и в себя, и в нас, в одно большое нас мы очень верим. Такая позитивная Аня Хітрик сьогодні гостя музичної рубрики «Такого ви не чулі». Слухай, ну вось перед тым, як пачаць размаўляць, так, ты сказала, што, маўляў, вось мы сядзім у такой вось турме у сэнсе каранціну ў Ізраілі, так, а я сказала, што мы таксама тут сядзім, але нашая турма крыху іншая, так, але як сапраўды ў Ізраілі зараз перажываецца карантын, так, і я ведаю, ужо вялікі адсотак дастаткова, ці не найбольшы у Еўропе людзей вакцынавана, ці патрапілі вы пад вакцынацыю, ці збіраецеся, вось, і што там за абстаноўка цяпер? Ну, по вакцинам, да, в первую очередь это люди, которые работают с людьми, то есть те, которых не закрыли, это медики, честно говоря, еще не знаю кто, старички обязательно, и те, кто в зоне риска, такие как я, но я пока еще не привилась, я жду пока, вот, пускай все старички сходят, пускай тоже в очереди какие-то гигантские совершенно. Вот, а насчет самого карантина, ну, тут сложность не в том даже, что ты сидишь дома, и вообще стыдно вам об этом говорить, если честно. А сложность в том, что мы все-таки люди, и нам нужно платить за наши квартиры, дома, там еще за всякие садики, школы, потому что платное все здесь, и платная медицина платная. Вот. И мы с марта месяца прошлого года без работы. То есть у нас, как только заканчивается карантин, начинается не то, что все работают, говорят, сейчас можно работать вот этим, сейчас можно работать вот этим, а конкретно нам, работникам культуры, назовем нас громким словом, работать в последнюю очередь, когда можно всем. А до этой очереди доходит, потому что объявляют карантин. И вот получается, что мы иногда в конце очереди стоя что-то нарушаем, там неделю поработаем, 2, и потом, значит, опять сидим без работы. И это, конечно, катастрофа. Это очень тяжело и материально. Вот. Но все равно все это ничто, и даже не стоит об этом говорить. Угу. Слухай, ну а яким чынам у такім выпадку вы выкручваецеся, Аня? Ці ёсць нейкія такія вось моманты пазітыўныя ў гэтым плане? Я нешта сёння за пазітыў схапілася.
Ну, позитивно не каждый день. Во-первых, ну смотри, как здорово, мы ничего не делаем. Спишь, как хочешь. Позитивные очень хорошие есть моменты. Например, я научилась готовить 5 солений. Вау, Аня. Кофе по-корейски, баклажаны по-корейски. Недавно огурцы вот у меня пропадали, я их сделала. Тут просто очень дешевые огурцы. Вот вся вот эта вот история, она моментально портится, и поэтому нам нужно что-то было выдумывать. Вот, 5 штучек. Капуста бабушкина. В общем, вот, вчера сделала щи. Это очень позитивно, я считаю. Потом Степа очень сильно рад, что его не водят никуда практически. Ну, але ў школу ён ходзіць. Он ходит в школу, потому что Хинут Мюхат — это особенное образование, оно открыто. То есть он в классе, он и еще один мальчик, при этом учительница в зуме, а с ним сидит помощница, тьютор. С ними двумя сидит одна помощница. Ну, в общем, это очень забавно все. Вот. Но вообще, на самом деле, у нас много... Нас никто в плохом смысле не трогает. У нас здесь, при том, что, казалось бы, Израиль такая страна, которая постоянно вроде как в состоянии... Ну так, непростая краіна. Угу. Аня нешта завісла, я нагадаю, што Ганна Хітрык... О, з'явілася Аня. Аня, ты просто завісала. Ты можаш, у прынцыпе, паўтарыць тое, што ты гаварыла, але ты зараз зноў завісла. Я нагадаю, што Ганна Хітрык сёння госця нашай музычнай рубрыкі «Такого вы не чулі». Аня недавно представила трек новый, які называецца «Навагодняя паштоўка» на верш Андрэя Хадановіча. І сёння мы, уласна кажучы, і паслухалі ўжо жывое выкананне гэтага трэку. А зараз Аня распавядае нам пра тое, як яна адбывае каранцін у Ізраілі. Вось. Да, я тут отбываю. Ну, в общем, все. Тут уже все так привыкли. Забавные штуки. Мы, наверное, из-за того, что много дома, и вообще много говорим о Беларуси, и смотрим, и так далее. Мы стараемся, конечно, делать так, чтобы Степа сильно видел, особенно страшные какие-то моменты, а их много. Вот. Но говорим много, и Степка где-то там что-то цепляет, и это очень забавно, что он говорит. Это просто прекрасно. Он очень скучает по родным. И вообще потому, что он понимает, что мы никуда не ездили летом, мы никуда не ездим. Он все время говорит, ну когда, мы уже куда-нибудь поедем? Я говорю, ну Стёп, закончится Сегер, закончится всякие беспорядки в Беларуси, мы обязательно поедем, увидим всех, обнимем. Закончится этот балаган. Ты знаешь, что я ему скажу? Я говорю, кому? Ну этому президенту. Я пойду ему и скажу, заканчивай этот свой балаган, иди, или я заставлю тебя мыть посуду. Ну, это там какие-то такие волшебные вещи. И так умилительно, с одной стороны, что человек так по-своему, по-детски воспринимает эту проблему. И очень важно о том, что он хочет и что-то понимает. Слухай, ну ён памятае Беларусь увогуле, так? Он очень хорошо, он очень скучает. Он сейчас вспомнил все, мне казалось. Он вспомнил свой садик, стал рассказывать, а помнишь, вот девочка, которая там что-то со мной танцевала. И сначала кажется, что он говорит какую-то ерунду, потому что иногда он говорит не совсем так прям связано и здорово. А потом ты действительно вспоминаешь эту девочку, и он раз вспомнил там в каком она платье, или там какую-нибудь площадь, или какую-то кафешку. И, ну, конечно же, всех родственников, братиков, сестричек, он просто уже вырвал мне мозг тем, как он скучает по всем. Он очень хорошо помнит наш театр, помнит спектакли. А помнишь, у тебя была коса, и помнишь, у тебя было вот это, а помнишь, я стояла за кулисами с дядей и смотрела, как ты там... И вот он ностальгирует, и я ностальгирую, слушая это все по-своему, с нашими прекрасными слезами. Вот, и да. Слухай, ну вось купалаўцаў мы зараз закранулі, так? Ты ж, напэўна, глядзела ўжо апошнія працы сваіх былых калег. Конечно, все. І што скажаш, калі б ты, напэўна, была тут у гэты час, то ты б таксама зараз была ў гэтай незалежнай трупе. То я бы так само сидела. Мы это прекрасно понимаем обе. И причем, наверное, уже очень долго. Ищем позитив. Я бы похудела, возможно. Но, с другой стороны, возможно, мне бы не дали таблетки, и я бы уже крякнула там. Вот, поэтому ищем позитив, я жива. Ну, что я могу сказать? Ну, тут нечего сказать. Я горжусь, и я, как по-другому не может быть. Все, ребята...
как говорят израильтяне, мецуян. Все прекрасно, молодцы и умницы. И я очень-очень горжусь. Тут дело не в какой-то близости человеческой, не в какой-то большой сильной дружбе, а в позиции человека. То есть я как человек очень уважаю их выбор и 100% его принимаю. В общем, вот я когда в новогодней поштовке пою второй куплет, думаю о купаловцах всегда. Слухай, ну ты, напэўна, чытала навіну, ну гэта ўжо, мабыць, паўмесяца таму было, пра тое, што новы купалаўскі тэатр, ну, у сэнсе, у тым будынку, дзе... Ну, я не ведаю, як правильно, так? Купалаўскі тэатр, будынак. У будынку будуць ставіць паўлінку. Ось. І што прям, нібыта яе пакажуць ужо напрыканцы гэтага месяца, ну, ўжо, ў прынцыпе, канец месяца, так? Ну, гаварыць могуць што загодна. Павлинка, понимаешь, это же то, что всем нужно. Слушайте, я вам честно скажу, Павлинка, вот это мое мнение, вот убейте меня сейчас, если найдете. Павлинка – это визитка Купаловского, это знаешь как? Это как, когда у тебя бабулечка, дедулечка вот были, если в деревне, что у меня не было такой деревни, но вот это как маленький скарбик, да, это как какая-то маленькая, там, от бабушки рушничок достался, или какой-нибудь красивый сундук достался, да, куфор. Ну, это какая-то иконочка, вот у меня есть иконочка, которая там больше 120 лет, латунная, полустертая, деревянная, но я же понимаю, что она волшебная, потому что это же пра-пра. И вот это для Купаловской визитка не потому, что это шедевральный спектакль и литературище, а потому что это когда-то началась история с этого спектакля, началась история нашего театра, а не нового Купаловского. Ну вот новый Купаловский начнется с новой Павлинки. Мне почему-то кажется, что это очень старое и неинтересно, если честно. Ну, поэтому это всего лишь здание. Это всего лишь здание. И делают Купаловские не стены, и ремонты, и вот это вот все. Я, честно говоря, даже рыться в этом не хочу, потому что, ну, во-первых, там есть люди, которых я в любом случае уважаю за их работы прежние, за отношение ко мне, потому что я все-таки человек. И сейчас размахивать руками, говорят, там все козлы, я не хочу. Но то, что я это не принимаю, это однозначно. Это, ну, для меня это просто, ну, ребят, ну, хорошо, ну, ставьте там Павлинку. По мне это даже немного глупо. Ну, возьмите тогда, если вы верите в такое, если вы считаете, что все неправы, а вы правы, вы сейчас наберете тут много людей, хороших артистов, и мы сделаем новый театр, сделайте новый театр. Ну, делайте. Возьмите новый репертуар, замахнитесь на что-то, и чтобы зрители, все 6 человек, которые придут в Купаловский, сказали, что это гениально. А брать старый материал, который, ну, я просто уже ночью могу проснуться, спеть все партии, станцевать за всех на свете, сказать мужские и женские слова, брать его. И что вы мне покажете? Ну, чем вы так им удивите? Что, чем? Ну, не знаю, мне кажется, это глупо. Ты сумуешь по вялікай сцэне? Иногда. В концертах, да. Хотя я всегда очень любила квартирные такие дела, когда все близко. Но есть моменты, которые любое мероприятие за собой в твоей жизни за собой тащит. И по каким-то, возможно, закулисным вещам я не скучаю. По каким-то сложностям, по каким-то психологическим моментам, по какому-то общению я не скучаю. Вот. А по каким-то конкретным людям и спектаклям, ну, конечно, странно было бы, если бы я так уехала и сказала: 17 лет, что это? Вот. Я вспоминаю какие-то спектакли любимые или сцены любимые, или даже выражения спектаклей, где меня не было, которые я просто любила смотреть. Недавно вот вспоминала «Журавля» почему-то, я прям вспомнила с ним весь спектакль и мою реакцию в зале. Помню, как я, как истеричная бабенка, ну, которой я являюсь, сидела и просто
хохотала и рыдала в голос, и зрители на меня оборачивались, и в этот момент я понимала, что я выгляжу, наверное, ужасно, как актрисуля, которая хочет на себя взять внимание. А я просто, действительно истеричный, громкий человек. И я зажимала себе вот так вот рот, нос, и поняла, что мне вообще для меня нужно какой-то отдельный балкончик с изоляцией звуковой ставить. Вот. Ну, в общем, я скучаю. Я скучаю, наверное, не прям по сцене. Иногда, когда мы играем концерты здесь, я скучаю по возможностям сцены. То есть думаешь, здесь бы вот спуститься на качелях, а здесь во. Или когда мы играем спектакль, я тоже скучаю по этому, потому что профессиональный свет и возможности — это очень круто. Это правильное, крутое восприятие зрителей. Здесь этого не хватает. Здесь приходится вот просто в стеночках что-то выдумывать. Аня, ну я думаю, що треба розказати, напевно, про дом вашей совы, тому что наши глядачи, магчыма, просто не ведаюць, так? Вось чым ты зараз займаешься? Мы приехали сюда и год работали на всяких работах. Я работала с детками, работала терапистом, работала с особенными детьми, Сережка администратором, еще я там периодически мыла полы. Ну, в общем, работали все на свете. Вот, и через год сначала мы открыли театральную студию малюсенькую, а потом стали делать театральные читки, и в итоге потом я заболела, а потом, когда я пошла на поправку, мы сделали маленький спектакль на коробке. В общем, мы открыли такой семейный, как мы называем, семейный театр, не кукольный. Пока мы делали маленькие спектакли для детей, сейчас вот придумали постановку без слов для взрослых и детей, чтобы вот все нас поняли. Ивритоговорящие, русскоговорящие. Это прямо из тех самых бесов? Будет без слов, да, будет называться «Простые вещи». Ага, окей. Без слов. Я просто тут уже, видиш, на радио працюю, кепсько чую. Баба Маша. А для взрослых мы делаем, всякие штуки, всякие встречи и так далее. Ну, в общем, пока потихонечку, наверное, это называется у нас театр книг, потому что мы делаем очень много всего. Я хотела бы, чтобы дети здесь помнили язык, чтобы они правильно говорили, чтобы они правильно формулировали свои мысли. Вот такой у нас есть волшебный дом Черной совы. Мы открыли YouTube-канал, где я там читаю сказки каждую неделю. Выбираю сама то, что мне очень нравится. Это большое удовольствие. Вот. Читаю, Сережка монтирует. Все это очень нежно и мило. И нам пишут из разных стран, из разных городов. Вчера написали из Еревана. Но это было так здорово, когда вот мой сын слушает, и вот передайте ему привет, ему будет так приятно. И я радостно передаю всем приветы, и мне так хорошо от этого. Вот. А еще я написала сказку, и у меня вышла книжка. Она там даже вот я вижу на заднем плане, там где-то торчит. Но это не важно. Называется она «Снежка и мышка». Вот. И я написала в период плакания ночью. И вот, для того, чтобы себя взять в руки. Я так часто делаю. Это книга вершаў? Что? Это книга вершаў, Аня? Прабач, я просто не ў курсе. Нет, это сказка. Сказка в прозе для... Я даже не могу сказать возраст, потому что кто-то читает деткам, а какие-то детки начинают самостоятельно читать. Вот Стёпка почитал ее сам, а каким-то деткам я читала. Вот. Это такая зимняя история. Я долго выдумывала персонажа, все хотела какого-нибудь нового персонажа, чтобы это был не снеговичок, не лесовичок, не бурундучок и не Дед Морозик. Вот. И я выдумала мальчика-снежинку. Потому что, а что это такое вообще? Почему снежинки только девочки? У меня мальчик с таким ирокезиком, вот, с такими сосульками на голове. Такая нежная история про дружбу. О том, о чем я скучаю, про такую зиму, про... До речі, у вас зараз нема снега? У нас никогда нету снега. Один раз мы ездили, это было в позапрошлом году, на Хермон, это гора, для того, чтобы его увидеть. Вот Стёпка немножко побросался снежками, был дико доволен. Вот, а вообще нет, у нас дожди. Угу. Слухай, 22 числа, то бок паслязаўтра, ты з Сергеем, я так разумею, вы будете даваць онлайн-канцэрт, правда? Да. Давай ты про яго распавядзеш. Я очень сложно отношусь к истории онлайн.
очень тяжело, потому что мне все время кажется, хотя вот сейчас я с тобой болтаю, как будто ты рядом сидишь, но это редко бывает. И мне всегда казалось, когда мне говорят, ну сделайте что-нибудь онлайн, я говорю, ну как, это нет живого общения, ну как. Потом нам предложили выступить в белорусском дворике, в Минском дворике. Ну, вот это секретная вся история, да, когда мы не скажем в каком, так далее, в последний момент. И я ужасно волновалась. Я говорю, ну как, я же даже не буду знать, видят они меня, не видят, слышат, не слышат, прерывается, не прерывается, ну, вот. Ну, и я начала с того, что, пожалуйста, пишите все, вы тут, что вы слышите, как вы видите и так далее. И вот на какой-то там третьей песне, когда я пою, а значит, а правый глаз косит в экран, чего там люди пишут, там «привет», «сердечко» или там еще что-нибудь, я вдруг понимаю, что да, это странное, но общение. Что я, конечно, могу сидеть и страдать, и знать, что я вообще ничего не понимаю в компе и так далее, но, наверное, надо, ну, хотя бы как минимум кнопочку нажать и иметь возможность спеть для кого-то, а не для себя где-то. Вот. И, в общем-то, прошло 40 минут, я ужасно волновалась. И когда он уже прошел, это, ну, назовем это концерт, ну, уличный концертик небольшой, там 40 минут, 50. Вот, я вдруг поняла, что мне очень хорошо. Вот мне так стало хорошо, как будто я с кем-то очень близким поговорила, и вот выговорилась. Я вот думаю, что и сейчас мне будет очень хорошо после разговора с тобой. И мне оно стало прям так тепло, и я подумала, что вот это здорово, вот мне повезло. Ну, то есть даже не ребятам, которые слушали, а мне. А потом, когда еще и написали ребята, которые слушали, я поняла, ну так это же здорово, нам хорошо, вам хорошо. Но еще задумывалась. Я такая, я часто думаю много. Вот, потом нас пригласили поучаствовать онлайн в, как я забыла, как-то, «Белорусам с любовью», это из Израиля. Ребята вот тоже сделали онлайн-концерт. Вот, мы тоже, это было совсем недавно, мы тоже спели. И Сережка так еще что-то поднастроил, что я послушала, еще и звук был очень даже хорошенький. Вот, это тоже, ну, такой аспект, который меня волновал, чтобы это не была такая халтурка, мы так сели, что-то поломали. Вот, и после этого нам все стали говорить, ну что, вот, ну у вас третий карантин, сейчас идет речь о том, чтобы его продлевали на 2 недели. Ну, у нас уже это все вызывает смех гомерический. Вот, и мы решили, ну, так о чем мы ждем приглашение кого-то, чтобы попеть кому-то, ну, попоем сами. Другое, я не знаю, сколько людей придет. Мы сделали это, конечно, совершенно бесплатно, с надеждой, что кто-то захочет кинуть донат. Это ужасно, но это так, как бы о таких вещах тоже нужно думать. Вот. Я надеюсь, что люди придут, и мы поболтаем. Я бы хотела, чтобы они написали хитрый «Как у тебя дела?». А я такая раз, и вообще забыла про песню, и стала рассказывать, как у меня дела. А я потом раз и спросила бы, ребят, а у вас сейчас там чего, лужи или снег идет, или застыл? Кто в этом году успел сделать снеговика? Или, а кому передать привет? Ну, как-то хочется поговорить. Соскучилась я ужасно, если честно. Очень, ну, тяжело. Ну, не плачь. А я не плачу. Еще. А то зараз і я заплачу, Аня, і знову нас почнеться з тобою. А ти, до речі, давно приїжджала в Беларусь? Да, это было позапрошлым летом. Вот сразу после того, как я закончила обучение химии, мы поехали, но я была такая-никакая, это было на неделю, я чисто полежать у сестры на коленках, поболтать с мамой, ну вот, да, на таком уровне. Вот. А потом мы собирались этим летом, купили билеты, а у нас на конец июля мы купили билеты, и у нас карантин. И сказали, что если вы уедете, Стёпка шел вот в эту новую школу, должен был идти, и вы приедете, и будете 2 недели сидеть, и Стёпа не попадал в школу. И мы остались. Ну, нічога, будзем спадзявацца ўсё, што 2021 год прынесе такое нейкае аблягчэнне. Пазітыў, Аня, натуральна. І ведаеш, напрыклад, вось у Беларусі 2021 год, прынамсі, у плане надвор'я пачаўся па-іншаму, то бок раптам здарылася зіма, чаго ўжо таксама даўно не было, так, выпаў гэты снег, гэтыя лютыя маразы небывалыя, і мы такія падумалі, вау, ну сапраўды, ну, нейкі космас. Дед Мороз обиделся, что его перекрашивают в другие цвета, и решил о себе напомнить.
Таксама варыянт. Слухай, я вельмі дзякую табе, што ты выйшла на сувязь. Я просто вельмі радая цябе бачыць, Аня. Вось. Машечка, Машулечка. Ну, Кстати, девочку из моей сказки зовут Маша, а мама называет ее Мышка. Так что привет тебе. привет. Слухай, дзякую. Я нагадаю так, што 22 числа у 20:00 па беларускім часе трэба уключыць, Аня, гэта на нейкім YouTube-канале на вашым будзе, так? Это Аня Хитрик. Угу. Вось трэба ўключыць YouTube-канал Ані Хітрык і паглядзець канцэрт, які Аня будзе іграць для беларусаў у тым ліку. Ось вы памятаеце, што Аня вельмі хоча з вами пагутарыць, таму калі ласка, пішыце ёй абавязкова каменты, і хочацца разгаварыцца яшчэ болей, чым сёння яна гэта рабіла тут са мной. Гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі». Дарэчы, Аня не толькі запісала песню «Навагодняя паштоўка», але яшчэ зняла выдатны прыгожы кліп з лентамі, з стужкамі чырвонымі і белымі. І яго таксама варта паглядзець на Ютубе. Дзякуй, дарагая табе. Спасибо, родная, спасибо. Пока. Всем пока.